Вы смотрите передачу «Тема» на телеканале НБТ, в студии Маргарита Урдюкова. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как и всегда, здесь в студии мы обсуждаем самые актуальные темы, острые вопросы и пытаемся найти решение насущных проблем. И сегодняшняя тема нашего эфира – это работа Российско-Кыргызского фонда развития. Вот что об этом говорили критики в конце прошлого года. Российско-Кыргызский фонд развития не выполняет своих прямых обязанностей выдачи кредитов для отечественных предпринимателей. Основная идея создания этой организации заключалась для поддержки местных производителей после вступления в ЕС. Однако, как показала практика, ВОЗ и ныне там. Почти за год существования было выдано мизерное число займов. И сейчас глава государства пригрозил руководителям фонда пересмотреть свою работу. В противном случае их ждет кадровая перестановка. Подробнее об этом расскажут мои коллеги, корреспонденты телеканала НБТ. Соглашение о создании Российско-Кыргызского фонда развития было подписано еще в прошлом году. Предполагалось, что это позволит в кратчайшие сроки увеличить конкурентоспособность отечественных экспортеров на большом рынке Евразийского союза. Это повышение качества и производительности товаров. Однако в итоге получилось, что фонд развития попросту не выдает кредиты предпринимателям. Этим всерьез был озадачен и глава государства. Что если фонд не заработает в ближайшие месяцы, то надо принимать кадровые решения, потому что фонд должен не сваливать на то, другое, третье. У нас был на этом, конечно, там, скажу честно, было недопонимание киргизской и российской стороны. Нам пришлось говорить на очень высоких нотах на эту тему и летом, и вот сейчас в Москве. Сейчас мы понимание нашли. В фонде, в свою очередь, сообщили, что они невиновны, и ключевую роль здесь сыграла российская сторона. Ведь по законам бизнеса вложенные средства должны себя оправдывать. К тому же им необходимо определенное время для раскачки. Ориентировочно через 2 года они смогут работать, как задумывалось. Это не оправдание, это констатация факта, как есть. Та ситуация, которая есть в фонде. Почему мы разворачиваемся достаточно, может быть, медленно. Во-первых, четко должны быть поставлены стандарты и методология работы фонда, а это требует времени. С достаточно непростыми условиями финансирования, критериями к проектам, на территории Кыргызстана очень сложно найти проекты, и мы об этом знали. Однако предприниматели говорят, кредиты не выдаются, потому что их попросту не берут. Возможно, малый бизнес так или иначе рассматривает получение определенных сумм, ведь кредит для них выдается в сомах. И на данный момент было подано 360 заявок, из них 26 проектов, вероятно, будут одобрены и профинансированы. К слову о том, на что предприниматели занимают. Основной упор сделан именно на сельскохозяйственную отрасль. Более 360 заявок банки получили на сумму более 4 миллиардов. Из них уже практически под миллиард сомов кредиты одобрены, то есть выборка банков и освоение уже почти 90% достигает. Но вот средний и крупный бизнес воздерживаются от кредита, так как для них заем будет не измеряться в долларах, а в свете нестабильности курса валют есть риски банкротства. Сегодня долларовые кредиты предпринимателям брать достаточно рискованно. Сегодня нет экспертов, которые могли бы спрогнозировать, что будет в 2017, 2018, 2019 году по отношению национальной валюты к доллару. Но кредиты выдаются в доллары. Просто понятно, что с одной стороны сейчас депутаты в парламенте как бы говорят, вот там столько денег выделили, а эти деньги пока в экономику не вкладывают, но я только что объяснял, почему эти деньги сегодня в экономику не вкладывают. Потому что те, кто сегодня бизнес имеет, они хотят в условиях кризиса хотя бы сохранить этот бизнес, не то что там развиваться. В итоге получается, что сейчас необходимо затрагивать вопросы не только развития промышленности, но и его сохранения. Говоря о кредитах, надо учитывать интересы отечественных предпринимателей. Ведь все-таки именно для них создавался Российско-Кыргызский фонд развития. Если в период кризиса правительство не сможет позаботиться о судьбе наших экспортеров, то зачем вообще создавался этот фонд? Ведь на сегодняшний день его работа оценивается как неудовлетворительная. Ну а продолжит тему мои уважаемые гости. Сегодня у меня в гостях Нурсулу Ахметова, председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития, а также Сергей Пономарев, президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана. Уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что вы также можете принять участие в нашей беседе, позвонив по номеру телефона к нам в студию 90 31 21.
Ну а теперь непосредственно к теме. Здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо, что согласились уделить нам время. Сергей Васильевич, я начну с вас, хотя, конечно, было бы, может быть, логичнее начать с Нурсултана Мирбековны, но тем не менее, так как фонд создавался для предпринимателей, для поддержки отечественного бизнеса, хотелось бы все-таки понять, в каком состоянии сегодня находится этот самый отечественный бизнес. Ну, фонд создавался не только для поддержки предпринимательского движения, фонд создавался для изменения инфраструктуры экономики, чтобы она была более адаптирована к ЕАЭС. Ну, сегодня достаточно сложное время, и риски брать кредиты на 5 и более лет заключаются в том, что никто не может спрогнозировать сегодня соотношение сомма и доллара, ну, даже на 2016 год, не говоря уже там, что будет в 2018-2019 годах. Получать сегодня, скажем, эти же кредиты в национальной валюте не представляется возможным, потому что у нас нет столько сомовой налички, чтобы ее можно было получить. Да? Вот. И еще я бы хотел добавить, вот бизнесмены меня хорошо поймут, потому что существует 4 стратегии. Стратегия сокращения издержек, стратегия экономического роста ограниченного, стратегия экономического роста большого роста и комбинированная стратегия. Вот в условиях кризиса в основном стратегия у предпринимателей срабатывает стратегия сокращения издержек. То есть не очень удачное время. Правило номер 1 в бизнесе: в нужном месте, в нужное время. Звучит, может быть, банально, но время сегодня достаточно непростое, поэтому в это время выходить на рынки с расширением могут себе позволить далеко не все, я бы так сказал. Я могу понять сотрудников фонда, которые вынуждены сейчас просматривать все заявки, потому что и банки сегодня сталкиваются с тем, что кредитный портфель падает, заявок в банке поступает все меньше. В основном в банке поступают заявки от тех, у кого есть финансовые какие-то обязательства перед третьими лицами. Они пытаются перекрыть свои дыры из одного места в другом. Да? Надеюсь, что потом все-таки им удастся не разориться. Вот поэтому сейчас достаточно сложно аккумулировать все эти финансы для того, чтобы изменить инфраструктуру экономики, с одной стороны, на мой взгляд, и с другой стороны, для того, чтобы предпринимателей поддержать. Приоритеты, которые определены в перечне, это и сельское хозяйство, и переработка, и строительство, и транспортно-логистические и так далее. Приоритеты важные и нужные. Вот. И проблема в том, что не все могут себе позволить, например, в сельском хозяйстве 3 миллиона долларов и выше. Но, на мой взгляд, здесь фишка в чем? В том, что люди, которые отдавали эти деньги с российской стороны, они устанавливали правила. По этим правилам определенные критерии. Я понимаю, что если госпожа Ахметова взяла бы на себя функции подменить все банки, то это надо было бы иметь такой штат, вот, и все огромные филиалы по всей стране, но мы бы тогда точно угрохали бы однозначно и, возможно, на очень долго банковскую систему. Это бы не привело бы к ожидаемому экономическому чуду в Кыргызстане. И другую бы не смогли поставленную цель достичь, которую я только что выше сказал. Вот. Поэтому, конечно, здесь паритет небольших жертв должен быть. И те деньги, которые выделяются для РСК и Алыкбанка, государственным банком, для развития именно малого и среднего бизнеса, где сумма и 10 тысяч долларов, и 15 тысяч долларов, вот, это направление, как видите, сегодня работает. Ну, наверное, президент прав, что не так быстро все работает, а здесь всегда уже есть субъективные и объективные причины. Ну, Сергей Васильевич, да, вы забежали вперед и все-таки сказали о фонде. Нурсултана Мирбековна, скажите, пожалуйста, вот действительно в конце года на ваш фонд обрушился такой шквал критики, недовольства, и даже не обошел внимания вас и глава государства. Вы считаете, критика справедлива все-таки, или есть объективные причины того, что работа фонда, ну, скажем так, не идет быстрыми темпами? Спасибо, Маргарита. Действительно очень сложный вопрос. Критика имела место. На что необходимо обратить внимание? Действительно, фонд создавался в ноябре. Соглашение было подписано в ноябре. Вступило в силу соглашение только в конце декабря позапрошлого года.
Органы управления, они были сформированы в мае. Без органов управления, особенно правления исполнительного органа, мы не могли принять ни одно решение, оно нелегитимное было. И фактически с 8 июня, как только был сформирован исполнительный орган, мы начали активно прорабатывать свою методологию, процедуры, как мы будем выдавать, на каких условиях, как должны выстраивать взаимоотношения с советом фонда. То есть было очень много вопросов, связанных с внутренней нормативной базой. Без правил мы не можем выдавать, кредитовать и одобрять заявки. Но вместе с тем, уже в августе прошлого года, через 2 месяца активной работы, уже в правомочном составе, правление приняло решение о разработки программы финансирования, целевого финансирования малого и среднего бизнеса в национальной валюте. У нас ушло время на переговоры с Национальным банком Кыргызстана, поскольку, как справедливо Сергей Васильевич отметил, нам нужны, малому и среднему бизнесу нужны ресурсы в национальной валюте. У фонда ресурс долларовый. И, соответственно, для того, чтобы минимизировать риски именно малого и среднего бизнеса, мы должны были найти, изыскать национальную валюту, причем в приемлемой стоимости для бизнесменов. Именно этой категории. В августе, в конце августа мы подписали соглашение с Национальным банком. Были очень такие острые дебаты, но вместе с тем именно Национальный банк пошел навстречу фонду, и мы изыскали 3 миллиарда сомов на финансирование малого и среднего бизнеса. И уже в сентябре, в начале сентября мы подписали соглашение с нашими 2 государственными банками, которые, имея широкую филиальную сеть, могли доставить наши ресурсы фонда малому и среднему бизнесу в самых отдаленных регионах. Под условия, вы их прекрасно знаете, проекты стоимостью до 3 миллионов долларов в национальной валюте сроком на 5 лет. И фактически в конце сентября мы уже получили первые проекты, которые были одобрены и профинансированы по данной линии. То есть это вот фактически на 3-й месяц после старта фонд заработал. Что касается прямого финансирования, действительно это было сложно. Во-первых, найти проекты, которые соответствуют нашим требованиям. Возможно, условия, несмотря на то, что они намного лучше, чем в банковском секторе Кыргызстана, но вместе с тем они, наверное, тяжеловаты для бизнеса, особенно в кризисное время. Именно по этому поводу мы вели, опять же, горячие дебаты с нашим советом, в котором превалирует российская сторона, и пытались объяснить, что есть вещи, которые неприемлемы для страны, но есть вещи, которые, это реальная ситуация. Экономика Кыргызстана, она отличается от экономики России и, соответственно, от состояния бизнеса в России. Другие параметры. И вместе с тем мы уже с советом идем потихонечку, достигаем понимания, что правила в Кыргызстане необходимо смягчать. И уже в феврале на очередном заседании совета текущего года мы будем пересматривать сроки финансирования, то есть то, о чем наши бизнесмены говорят, что 5-летний срок, например, это достаточно сложный срок. Что касается, опять же, критики, возвращаясь к этому вопросу, вы знаете, проблема, она сегодня, проблему надо решать именно сегодня. То есть ложка дорога к обеду, как справедливо тоже Сергей Васильевич отметил. А фонд, он же должен тоже свою нормативку сделать, определить правила. И эти 2 момента, они совпали. Но вместе с тем российские коллеги отмечают, и, кстати, наши коллеги из международных финансовых институтов отмечают беспрецедентные сроки разворачивания деятельности фонда. Дело в том, что такого рода институты развития, они разворачиваются в гораздо более длительные сроки. Но вместе с тем, я считаю, за 7 месяцев мы провели достаточно хорошую работу. На конец прошлого года у нас было одобрен 1 проект и профинансирован 1 проект. А на 29 декабря мы одобрили проектов на сумму 25 миллионов долларов. Часть проектов, они должны также получить утверждение совета. И 29 декабря мы их направили на утверждение совета. То есть российская сторона должна отреагировать и дать нам свое
одобрение по данному вопросу. Поэтому я считаю, что фактически мы одобрили проектов в конце года прошлого на 43 миллиона долларов. Проектная деятельность, прямая проектная деятельность фонда начата. И я надеюсь, что критика президента, она, конечно, будет оправдана нашей дальнейшей работой. Я думаю, и российская сторона, она увидела сложность ситуации в Кыргызстане и поняла наши проблемы. Но на сегодня я могу сказать, что фонд уже стоит крепко на рельсах, рельсы поставлены, теперь осталось только активно двигаться. Поэтому я считаю, это были что просто рабочие моменты какие-то? Конечно, это рабочие моменты, они объективного характера. И есть еще одна вещь, которую тоже Сергей Васильевич отметил, готовность бизнеса к проектам. Либо они готовы, либо не совсем. Часть бизнеса, которая прекрасно осознает последствия, они только вот сейчас уже начинают подавать свои проекты, потому что они писали в соответствии с нашими требованиями. А что касается бизнеса, который ожидал, что деньги будут просто розданы, то, конечно, наверное, это были неоправданные ожидания общества. В интервью на пресс-конференции, точнее, вы заявили о том, что, скажем так, не всегда находится понимание именно с российским регламентом работы, и СМИ подхватили, вас обвинили сразу российскую сторону, да, в том, что именно она тормозит работу фонда. Вот я попрошу вас просто дать разъяснение для наших телезрителей, так ли это на самом деле и в чем заключается действительно, если есть какие-то разногласия с российской стороной, то вот чем они обоснованы? Если вернуться к соглашению, то структура управления фонда выстроена таким образом, следуя международной практике, да, следует как бы помнить о том, что фонд – это международная организация, которая имеет корпоративную структуру управления. Совет фонда – это стратегический орган, который утверждает наши политики, то есть для нас это законы, которые мы должны в своей правлении, в своей деятельности, ими должно руководствоваться. И на первом заседании Совета, в котором превалирует российская сторона, была утверждена инвестиционная кредитная политика, порядок размещения временно свободных средств, в основе которых лег такой принцип надежность, сохранность над прибыльностью. Понимаете, я не обвиняю российскую сторону, это, я уже неоднократно говорила, фактор доверия. После истории 2009 года им тоже сложно, наверное, отдать вот такие ресурсы, оставить без контроля или дать такие либеральные правила, что они просто разойдутся и не вернутся. Поэтому была принята чрезмерно консервативная политика. А если политика, закон принят, а правление должно ее исполнять. Соответственно, получая заявки, примеряя каждый раз проектные заявки к нашим условиям, конечно, мы были вынуждены отказывать. Это вот первый фактор. Я думаю, что в настоящий момент российская сторона, она понимает, что вот эти непростые условия, в которых находится Кыргызстан в связи с присоединением к Евразийскому экономическому союзу, это не теоретическая вещь, не декларативная, а это реальность. И я думаю, что мы постепенно найдем взаимопонимание. Уже летом прошлого года, это было второе заседание нашего совета, на котором мы, правление, подняли все наболевшие вопросы, показали такие острые моменты, которые не позволяют нам двигаться достаточно активно в проектной деятельности. Это и сроки финансирования, что очень пугает всех наших бизнесменов. У нас написано в соглашении, в политиках, срок окупаемости проекта, самоокупаемые проекты. Мы выдаем кредиты на 5 лет. То есть проект должен окупиться за 5 лет. А это же невозможно. Если небольшие проекты, то, наверное, не имеют смысла. Что касается более сложных вещей, связанных с модернизацией промышленного производства, то это гораздо другие сроки. Поэтому совет нам сказал, ну вы еще не начали проектную деятельность, вы посмотрите, какая у вас будет практика. И уже на следующем заседании мы вернемся к этому вопросу. Был поднят вопрос рефинансирования, то, о чем
чем, опять же, Сергей Васильевич отметил. Очень многие наши бизнесмены, они хотят просто рефинансировать свои предыдущие проекты. Мы говорим, рефинансирование тоже необходимо рассматривать, потому что у нас совет не рекомендовал нам рассматривать такого рода проекты. Но мы добились, что если рефинансирование касается основных средств, то мы можем это делать, но в определенном соотношении. То есть движение наконец-то началось. Я думаю, мы вышли на путь взаимопонимания с нашим советом. И я надеюсь, что в феврале мы многие вопросы снимем. Спасибо большое, Сергей Васильевич. Действительно ли наш рынок все-таки специфичен? Наш бизнес имеет свои какие-то взгляды на приобретение кредитов, на займы и так далее. Вот чего ждали на самом деле бизнесмены от фонда и почему, вот, как вот было отмечено уже ранее, нет проектов, нет каких-то идей, которые действительно были бы обоснованы? Ну, давайте посмотрим. Смотрите, еще совсем недавно доля ВВП от малого и среднего бизнеса превышала 42%, сейчас около 40%. То есть мы говорим о том, что малый и средний бизнес делает чуть ли не половину экономики страны. Но кредиты, мы уже только что об этом говорили, выдаются по критериям, которые определяла Москва, поскольку это они финансировали этот фонд, от 3 миллионов долларов. Поэтому первое разочарование было у малого и среднего бизнеса в том, что нужно будет предоставить собственность на ту сумму, которую они получают. У малого и среднего бизнеса 3 миллиона долларов в Кыргызстане это уже крупный бизнес. В Кыргызстане 3 миллиона долларов это уже крупный бизнес. Речь шла о том, чтобы все-таки, смотрите, вот когда, Маргарита, вы только что сказали, что это делалось для развития предпринимательства. Я подправил сразу, сказал, что это делалось для инфраструктуры, но предпринимательство является инструментом. Да, через наши руки, для того, чтобы развивать инфраструктуру, которая будет заниматься переработкой, логистикой, строить будет, промышленные предприятия и так далее. Быстрые деньги, они в торговле. Длинные деньги, они в промышленности. Вот 5 лет окупаемости в промышленности, извините, это непросто. Тем более в условиях кризиса. Поэтому все вот эти аспекты, они впитывались, осмысливались, и в оконцовке вот здесь возникла, на мой взгляд, объективная пауза, потому что наша ассоциация Трудоги, я тоже еще вице-президент, мы вначале планировали один проект. С учетом того, что мы хотели 2 логистических центра, один на юге, один на севере, я вот приоткрываю карты, но только что мы говорили, что доллар неизвестно будет в какой цене, мы стали думать о рисках. И решили снизить риски наполовину, и ту сумму, которую мы, а там большая сумма, ту сумму, которую мы хотели обратиться в фонд, мы еще не обращались, мы ее уполовинчили уже сами. То есть мы здесь сами оптимизируем свои риски, и мы знаем, что это нужно не только нам. Это нужно сельскому хозяйству, потому что логистика будет формировать потребительскую стоимость и снижать издержки. Логистика будет решать вопросы, сколько нужно будет выращивать морковки, лука и так далее, чтобы не было кризиса недопроизводства или кризиса перепроизводства. Это все решает вопросы логистики тоже. Потому что логистика — это не просто транспортные перевозки. Логистика — это функция аналитики, когда есть функция прогноза, есть функция запроса. Уважаемые коллеги, нам лука надо будет столько, больше не делайте. Вот мы все это долго осмысливали, решили все-таки рискнуть. Бизнес — это риски. Наполовину этой суммы, то есть мы один проект решили пока убрать. Вот я личным примером показал продвижение, эволюцию в голове наших идей по тому проекту, который мы будем обращаться в фонд развития. Таких примеров можно проводить достаточно много. Но ассоциация Трудоги — это крупный бизнес. В совокупности это действительно крупный бизнес. Это, наверное, самый крупный бизнес в совокупности здесь в Кыргызстане. Поэтому, конечно, мы игроки, конечно, мы будем обращаться, конечно, мы будем решать баланс интересов сельского хозяйства, государства, населения, бизнеса. То же самое будет делать бизнесмены, у которых есть аналогичное видение по развитию своего бизнеса. А вот малый бизнес, действительно малый бизнес, им не нужны такие кредиты в 3 миллиона. У них нет залоговых обязательств. Да, может быть, кто-то мечтает получить 3 миллиона, и есть амбиции, как эти миллионы прокрутить и отдать. Возможно, такие хорошие вундеркинды у нас в экономике уже предпринимательское движение есть. Я наверняка уверен, что такие люди есть. Но в большинстве своем все-таки могли бы не отдать, а спрашивать будет потом с председателя правления, куда вы смотрели, когда отдавали. В России является
так сказать, мелким бизнесом, у нас это довольно крупный, я так понимаю. 3 миллиона да? для нас это крупное, да. Уважаемые гости, я вынуждена ненадолго остановить нашу беседу, мы вынуждены прерваться. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что телефон нашей студии 90 31 21. Если вы желаете принять участие в нашей беседе, звоните по нему.